Добрый вечер, дорогие зрители. Мы начинаем наш очередной видеоблог. Сегодня наша передача посвящена знаменательной дате. 5 апреля 1991 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 688. И эта резолюция послужила как бы исходным пунктом современного состояния иракского Курдистана, то, чем он сейчас стал. Вот об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, с исполняющим обязанности представителя регионального правительства Курдистана господином Данаром Мустафой и старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Станиславом Михайловичем Ивановым. Но прежде чем начать нашу, дать слово нашим гостям, я как сам участник вот этих всех событий, вот когда готовился к этой передаче, на меня нахлынули очень много воспоминаний. В то время, в 1991 году, я еще жил в Тбилиси и возглавлял Курдскую ассоциацию РОНАИ. Естественно, те кадры, которые показывались вот по телевидению, те ужасные кадры беженцев, миллионами, которые, значит, в холод, голод, мороз, они, значит, сплошным потоком шли к границе Турции и Ирана, они, конечно, не могли не задеть нашу душу и не повлиять на нас очень сильно. И вот в тот период, я помню, наша ассоциация РОНАИ в Тбилиси провела многотысячный митинг. По данным местных СМИ того времени более 20 тысяч человек приняли участие в центре города в этом митинге, на котором осуждали вот этот произвол, который чинился над мирным гражданским курдским населением, и были призывы к мировому сообществу как-то вмешаться и остановить вот эту трагедию. Мы после этого собрали курдская община Грузии собрала немало средств, довольно значительные средства для того времени. И надо сказать, что несмотря на тяжелое экономическое положение тогда в Грузии, правительство Грузии тоже оказало помощь. И через некоторое время конвой из, значит, больших грузовиков с гуманитарной помощью вместе с депутатами парламента Грузии, вместе с представителями курдской общественности, нашей ассоциации во главе с Азейско, Ламара Пашаевой, Каримом Амоевым, Тенгизом Худояном, Жоржем Шамоевым и другими, они повезли эту гуманитарную помощь в Иран. И вот после того, как они приехали, они рассказывали просто ужасные такие картины, с чем они там столкнулись. Но, кроме того, вот я вместе с некоторыми нашими товарищами, мы приехали в Москву, и у нас состоялась очень такая знаменательная встреча в Кремле с Евгением Максимовичем Примаковым. Очень острый разговор произошел. Несколько раз наша делегация вставала и хотела покинуть кабинет Примакова, но тем не менее эмоции, в общем-то, переполняли наши сердца. В то же время мы устроили акцию посольства Ирака. Там был многотысячный такой митинг у посольства Ирака. И особенно мне запомнилась встреча с представителем Организации Объединенных Наций здесь, в Москве. Я просто не помню его имени, но чернокожий представитель. В то время, многие, наверное, помнят, в Москве на Пушкинской площади несколько тысяч курдов. Вот с утра до вечера они, вот эти беженцы из Ирака, я не знаю, какими путями они там оказались. И как раз в тот период умер маленький новорожденный ребенок. И вот когда мы в представительстве ООН говорили об этом, вот этот главный представитель в Москве ООН, он просто расплакался.
И мы, тем не менее, мы на него как бы наезжали, но когда он сам расплакался, уже как-то мы тоже подостыли. Много еще вот других мероприятий. Вот это мне при подготовке этой нашей передачи вот это запомнилось, как я сказал, воспоминания нахлынули. Вот того периода очень, с одной стороны, трагического, но вместе с тем, через некоторое время международное сообщество как бы проснулось и приняло такие судьбоносные решения вот, с принятием резолюции 688 ООН, которая вот послужила толчком развитию Иракского Курдистана. Ну, сейчас я вот на этом свои воспоминания закончу и хочу передать слово господину Данару Мустафе. Как я знаю, он, несмотря на свою молодость, тоже сам был вот этим беженцем в то время. И я думаю, он расскажет подробнее вот о тех событиях того времени. Пожалуйста. Юрий Шамилевич, уважаемый Станислав Михайлович, добрый вечер, дорогие зрители, слушатели. 5 апреля этого года мы отмечаем 30-летие важного дня в истории курдского народа и особенно курдского народа в Ираке. 30 лет назад, в апреле 1991 года, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций издал резолюцию 688. Эта резолюция, или при этой резолюции, потом позже, на основании этой резолюции, запретная зона для полетов была установлена как безопасное убежище. Это решение стало историческим поворотным моментом для региона Курдистана после массового исхода людей, спасающихся, конечно, богатством в гор, а затем в соседний Иран и Турцию. Исход был свидетельством неповинования, конечно, народа Курдистана угнетению, совершаемому бывшему иракскому режиму. После долгих лет борьбы за права и свободу резолюция 688 помогала народу иракского Курдистана сделать важный шаг на пути к установлению демократии и мирной жизни. В 2000, конечно, это Юрий Шамилевич и Станислав Михайлович лучше даже меня знают. В 1992 году в иракском Курдистане состоялись выборы, были сформированы первый кабинет правительства Курдистана, парламента, поэтому это для нас и всего курдского народа золотое время и остается всегда для нас важный шаг. Можно сказать, что это все благодаря резолюции 688. На самом деле резолюция открыла новую главу историю Курдистана, создав новые возможности для Курдистана и для населения в качестве истории успеха в более широком регионе, способствуя миру, существованию и демократии. Как президент Ничван Барзани в свои заявления написал, через 30 лет после международной реакции на репрессии против курдов крайне важно, чтобы диалог и терпение заменили споры и военные действия, и что при поддержке международного сообщества регион Курдистана и правительства центральной власти Ирака достигли досрочных соглашений для более многообещающего будущего для всех сторон. Часто об этом говорят, что, возможно, курдский вопрос не только в Ираке, и в других частях при Совете Безопасности можно обсуждать и найти решение. Мы всегда, как власть иракского Курдистана, приветствуем и очень хотели бы Совет Безопасности, особенно постоянные члены безопасности, нашли время для решения важнейшего вопроса Ближнего Востока. Это, конечно же, курдский вопрос. Поэтому я хочу сказать, эта резолюция очень важную роль играла в жизни курдов, особенно народа иракского Курдистана. Я хочу здесь передать слово глубоко уважаемому
Станиславу Михайловичу, потому что на самом деле мы знаем, он только что закончил свою работу, именно, вот, можно сказать, посвящена Иракского Курдистана и развитию после 90-х годах. Поэтому я тоже, как власть Иракского Курдистана в России, хотел бы услышать, на самом деле, как теперь наш Станислав Михайлович дает нам совет работать дальше, развивать Курдистан. Спасибо, уважаемый Донар, спасибо, Юрий Шамилевич, дорогие зрители, наши слушатели. Я бы хотел действительно кратко вот суммировать свое видение и вот этой резолюции исторической номер 688 Совета Безопасности ООН и в целом курдской проблемы, ну, в таком историческом экскурсе и в сегодняшних условиях. Мне повезло, что я работал несколько лет в Ираке в те времена, когда еще курдская проблема, ну, будем говорить, была так на перепутье. Но если взять исторически, действительно упомянули в этой 688 резолюции курдские районы, чего раньше, ну, в международной практике, ну, в практике Совета Безопасности ООН не было. Но если взять вот исторически, то уже Северский договор 1921 года, там упоминалось о правах курдов, более того, там упоминалось о возможном создании курдского государства. Вот. Позже и в Лозаннской конференции, хотя там было уже многое опущено, но тем не менее культурная автономия иракских курдов, она проходила красной нитью еще вот со времен, будем говорить, Первой мировой войны, в период распада Османской империи. Именно вот иракские курды, они получили возможность вот эту культурную автономию, что ли, развивать поэтапно, планомерно и в период правления в Ираке короля, и позднее, вот в период Второй мировой войны, и затем в ходе военных режимов. Как мы знаем, что все режимы, они вели себя непоследовательно, когда им было нужно, заигрывали, да и те же англичане, когда по мандату Лиги наций, ну, предшественника ООН, создавали Ирак, ведь они то же самое вначале пошли даже на то, что способствовали созданию королевства Курдистан, но оно просуществовало сравнительно там недолгое время, и те же колонизаторы, будем говорить, были зачинщиками того, чтобы это королевство ликвидировать. Затем военные режимы использовали курдов в своих целях, ну, для прихода к власти и так далее, а потом, как правило, отбрасывали. Не случайно, вот вы помните этот знаменитый марш генерала Муллы Мустафы Барзани, когда он из Ирака перешел в Иран, участвовал в создании Мехабадской автономной республики, а после ее разгрома, вот под давлением и английских колонизаторов, и турецких войск, и шахских военнослужащих, он вынужден был перейти границу с Советским Союзом и нашел здесь вот на 12 лет политическое убежище. Вот. То есть я скажу, что история борьбы вот курдов за самоопределение, она достаточно известна, заняла длительный период. Ну, будем говорить, в этом году свыше 100 лет. Вот. Но ко времени правления вот Саддама Хусейна, когда мне довелось работать в Ираке, это 77-79 годы, вот, то же самое, по моему приезду я с радостью или так, с особым чувством познакомился с лидерами обоих курдских партий, Демократическая партия Курдистана, Патриотический союз Курдистана, которые имели свои штаб-квартиры в Багдаде, которые выпускали свои газеты, которые входили вместе с Иракской коммунистической партией
в так называемый Народный фронт вместе с партией Баас. Но буквально вот в эти как раз годы мне пришлось стать свидетелями и очередной волны геноцида курдского народа. Когда произошел так называемый дворцовый переворот в 1978 году, Саддам Хусейн как бы подвинул маршала Ахмада Хасана аль-Бакра с его поста президента. И до этого Саддам как бы возглавлял партию, был вторым формально человеком в государстве. А здесь он получил единоличную власть и посчитал, что его, так сказать, партнеры, его союзники по Народному фронту ему больше не нужны. И решил укрепить единоличную диктатуру партии Баас, ну и свою личную. Мне вот довелось, я хотел личное тоже впечатление, как вот уважаемый Юрий Шамилевич рассказал о событиях 91 года, а вот я в 1978 году дежурил по посольству, и там в условиях жаркого климата обычно перерыв дольше, чем в Москве, ну где-то с часу до 5 или с 2 там, до 6. И в этот период вот в посольстве остается дежурный дипломат. И мне комендантам, заведующим хозяйством, принесли пакет, говорят, вот через забор перебросили пакет. Вот. Ну, я вижу, что это печатный текст на арабском языке, открыл, посмотрел, и пока вот не было никого, решил, сделать аннотацию, перевод на русский язык. Вот я страницу за страницей читал, и у меня сердце обливалось кровью. Это один из представителей ЦК Коммунистической партии Ирака вот, написал где-то на 8-12 страницах о зверствах Саддама Хусейна, которые творились по отношению к коммунистам и курдам. Вот, там было все. И растворяли в кислоте, подвергали пыткам, отрезали руки, ноги, там, подвешивали на столбы и так далее. Исследовали и семьи, и детей, и женщин, и беременных женщин, там спарывали животы. Ну, то есть, как звери. Вот я вспоминаю, с чем можно сравнить, только вот с периодом, может быть, гитлеровского нацизма, вот, фашизма. Вот этот период вошел в историю для как бы курдского национального движения как резкий поворот от сотрудничества всех патриотических сил Ирака к единоличной диктатуре партии Баас. Естественно, закрылись представительства в Багдаде, естественно, многие мигрировали за рубеж, и в Турцию, и в Иран. Коммунисты бежали и в Лондон, и в Бейрут, и в Аден, но и там их настигали саддамовские спецслужбы, и вплоть до того, что сотрудники посольств из личного оружия ездили, расстреливали на улицах этих городов, пользуясь своим дипломатическим иммунитетом, вот этих мигрантов, политических противников. Естественно, борьба перешла уже в новую стадию, то есть в стадию партизанской войны, в подпольной. Загнали курдов, по сути дела, опять же, в эмиграцию, в подполье, в труднодоступные районы. Но надо отдать должное, борьба ни на день, ни на час не прекращалась. Курды народ отважный, свободолюбивый. Вот, их так просто не покоришь, даже Саддам Хусейн, этот кровавый диктатор. Вот иногда в нашем обществе, да и в мире, нет от времени опять всплывает вопрос, мол, а правомерно ли было сместить Саддама Хусейна вот в 2001 году силой, ну и представить перед иракским судом, потом казнить согласно местным законам. А вы знаете, вот я как вот свидетель всех его зверств, я считаю, что другого пути не было. Вот.
И аргумент в пользу того, что не надо было Саддама трогать, что Ирак был процветающей страной, а вот после него скатился к хаосу, там, гражданским войнам и так далее. Вы знаете, эти аргументы неубедительны. То есть причинно-следственная связь здесь нарушена. Дело не в том, что при Саддаме было хорошо, а дело в том, что после Саддама иракское общество не смогло найти как бы новые формы сосуществования разных этнических и конфессиональных групп населения. Но основных три. Это арабы-сунниты, арабы-шииты и курды. Я не говорю про туркоман, армян там меньшинство. А вот основные три группы населения. То есть вот заложенное в противоречие еще тем же Саддамом Хусейном, они долгое время вот сказывались на военно-политической обстановке, на внутриполитической обстановке. Ирак бурлил, гибли люди. И позднее, вот и, уже будем говорить, в период оккупации американских войск, где-то в 1996 году появилась ячейка Аль-Каиды, на базе которой было создано исламское государство. А если так разобраться, что такое исламское государство? Не надо забывать, что основной ударной силой именно в Ираке стали вот те 11 военно-политических группировок, баасистов, которые не смирились с новой властью, которые ушли в подполье, которые продолжили борьбу сначала с американцами, вот в этом суннитском треугольнике, а после вывода американских войск в 2011 году, они, по сути дела, влились в эти ряды вот радикальных исламистов, то, что мы сейчас называем ИГИЛ. Вот. Ну и второй фактор, почему ИГИЛ вот появился в Ираке, а затем и распространил свое влияние на Сирию, это те суннитские арабские государства, которые не могли смириться с усилением Ирана. Потому что с падением диктатуры Саддама Хусейна пришли к власти новые арабы-шииты, и многие из них были в эмиграции в Тегеране, многие прошли обучение, военное обучение по линии спецслужб, были многие агенты влияния Ирана, ну, была это даже агентура. Естественно, они развернули такую, ну, опять же, политику преследования, там, я не скажу геноцида, но антисуннитскую. И вот эти баасистские группировки подпитывались извне. И Саудовская Аравия, и Катар, и другие суннитские арабские государства. Они оказали помощь. Вот. Ну вот этот радикальный ислам, он выплеснулся вот сначала ИГИЛ, потом исламское государство. И в результате основной удар на себя приняли опять же курды. Поэтому говорить о том, что правомерно ли было свержение Саддама, неправомерно, вот жизнь показала, что, ну, во-первых, у истории нет сослагательного наклонения, а во-вторых, не надо вот связывать последующие события. Вот та диктатура была ужасной. Что пришло после нее, ну, тоже действительно хаос, действительно турбулентность, действительно курдам пришлось очень тяжело. Но если вот подойти к периоду принятия резолюции 688, то, как правильно вот уже отметил уважаемый Донар, действительно в какой-то мере это восстание было спровоцировано, ну, такой эйфорией, с одной стороны, от разгрома саддамовских войск американцами там, коалиции западной, освобождением Кувейта. Многие посчитали, что ну, Саддам сломлен, что Саддам подавлен, что созрела ситуация революционная, и что курды и арабы-шииты могут восстать и защитить свои права. Ну, и я скажу, что вложили лепту и американские дипломаты по линии спецслужб, они эти настроения поощряли. То ли они переоценили возможности курдов и свои, то ли они переоценили слабость Саддама. Но вот в марте где-то 5-го начались стихийные выступления в Сулеймании. Уже к 7 числу они распространились на Киркук и другие города, а позднее был взят Эрбиль. Изгнана саддамовская администрация,
ну, многих военнослужащих курды просто выпускали, они выходили даже с оружием в руках на свою территорию. Вот. Но вот это вот, будем говорить, стихийное восстание, оно не было подкреплено соответствующими ни резолюцией ООН, ни военной силой, ни поддержкой тех же американцев. И когда Саддам Хусейн, подавив шиитское восстание на юге, перебросил свои войска на север и начал планомерно бомбить, уничтожать курдские населенные пункты, мирное население, американцы заняли такую выжидательную позицию. То ли вмешиваться, то ли нет. И вот именно вот в этот период видел Юрий Шамилевич эти вот события, когда вереницы беженцев, женщин, детей, стариков потянулись в Турцию, потянулись в Иран. Да, вот, вы были там в этой, говорится, массе. Мы помним, как у нас во время Великой Отечественной войны, первые месяцы войны, все дороги были забиты транспортом и гражданскими, и военным и так далее. Так и здесь. Вот хаос, естественно, гибель людей. Саддам бомбил, не разбираясь, какие там идут колонны и какие там люди. Вот. И вот это промедление, конечно, оно создало вот катастрофическую ситуацию. Но затем все-таки здравый смысл победил. И вот Юрий Шамилевич сказал, удалось убедить, может быть, через господина Примакова и российское руководство, которое, надо отдать должное, поддержало эту резолюцию, и инициативу Франции, которая вышла с письмом в Совет Безопасности, и двух соседних государств, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы, Турция и Иран. Вот эти три письма, плюс поддержка России, а, по сути дела, все постоянные члены Совета Безопасности, за исключением Китая, проголосовали за. Вот. Китай и Индия воздержались, и какие-то 2-3 второстепенные страны, там Венесуэла, что-то против. А 9, по-моему, стран поддержало. 10. Эта резолюция прямо не содержала тезиса о бесполетной зоне, но она содержала тезис очень важный. Во-первых, курдские районы, и второе, гуманитарная операция. А в последующих этапах, когда началось осуществление гуманитарной операции, естественно, потребовалось защитить ее от налетов авиации Саддама Хусейна, от артобстрелов и так далее. И тогда была уже на базе этой резолюции как бы само собой вытекающее решение создать бесполетную зону на севере, ну и, соответственно, на юге, чтобы защитить и шиитов, и курдов. После этого я считаю, что впервые вот в истории, вот у нас немножко тему я хотел подкорректировать, там идет бесполетная зона до Курдского автономного региона. Ну, формально Курдский автономный регион был создан, скрипя зубами, Саддамом Хусейном в 1970 году. И просуществовал он там 4 года. Такая урезанная автономия, там больше культурная, но тем не менее она на бумаге была. Хотя в 1974 году он и то растоптал соглашение, да? Вот. Поэтому, ну, какая-то такая автономия существовала. А здесь вот речь уже пошла. В 1991 году, как справедливо Донар отметил, было создано свое правительство, свой парламент. То есть это уже был Курдский автономный регион на правах, как его называли неофициально, свободного Курдистана. То есть он получил свою законодательную власть, исполнительную власть, и экономическую деятельность начал осуществлять. Его с большим трудом удалось вот за счет гуманитарных конвоев, спасибо Юрию Шамилевичу, нашим близким друзьям, решить гуманитарную проблему. Почему? Ведь некоторые забывают, что накануне несколько лет иракский Курдистан находился под двойным гнетом, под двойными санкциями. Одни санкции были международные в отношении режима Саддама Хусейна, а второе, Саддам Хусейн, по сути дела, закрыл помощь своему северу. И курды вдвойне страдали, находясь в этом вот отклаве. Границы были и с Турцией, и с Ираном тоже перекрыты.
И вот здесь впервые в течение вот с 91 года, ну, я считаю, что где-то до 2003, до свержения Саддама Хусейна, и законодательно удалось закрепить их статус в 2005 году, когда уже была принята новая конституция, и реализовали право не только на Курдский автономный район, как он раньше назывался, КАР, но, по сути дела, на субъект федерации в новом демократическом Ираке. Потому что в новой конституции появилась статья, допускающая создание автономных районов за счет объединения там отдельных провинций. Ну, собственно, даже одна провинция имеет право по Конституции заявить о своем федеральном статусе и управлять, ну, иметь свою законодательную власть, ну, по типу, наверное, американских Соединенных Штатов. Или вот Российской Федерации, типа Татарстан, что-то вот такое среднее. Но иракский Курдистан вот с 2005 года и по настоящее время прошел очень большой путь. Вот. Почему? Потому что некоторые не упоминают, ведь помимо вот, кажется, преследования со стороны режима Саддама Хусейна, мы же помним и химическую атаку этого химического Али, и вот эти все зверства, бомбежки и так далее. Еще иракскому Курдистану пришлось столкнуться и с внутренними проблемами. Буквально вот в 1994 году, ну, я думаю, не без помощи того же Ирана и Турции, которые, увидев, что у них на границах образуется свободный Курдистан, они испугались, как бы этот пример не стал заразительным для курдов Турции, для курдов Ирана, и начали всячески вот разжигать то, чем раньше занимался Саддам Хусейн. Это противоречия внутрикурдские. Натравливать талабанистов на барзанистов, Патриотический союз Курдистана противопоставлять Демократической партии Курдистана. И надо сказать, что вот в 94-98 годах им удалось спровоцировать не только вот такое стойкое, ну, вражду между ними. По сути дела, было два правительства, два парламента, разные бригады пешмерга, которые не подчинялись единому центру, правильно? И, по сути дела, вооруженное столкновение с 94 по 98 годы. Поэтому иракский Курдистан пережил, ну, не сказать, что гражданскую войну, но внутренние междоусобицы. Вот эти вооруженные столкновения, давление со стороны Ирана, давление со стороны Турции. И вот до 2003 года Саддам Хусейн продолжал, но если нельзя было ему официально летать самолетами, там, посылать танки, свою администрацию он вынужден был убрать, то по линии каналам спецслужб он продолжал эти провокации. Вот. Поэтому рождалась курдская автономия, курдское самоопределение. Опять же, в тяжелых таких муках родовых. И не случайно вот уже к сегодняшнему дню иракский Курдистан превратился, ну, в самый мирный, процветающий регион Ирака. Он, во-первых, в 2014, 15, 16 годах смог дать отпор игиловцам. То, что не смог Багдад сделать, то, что не смог Дамаск сделать, пока не пришла коалиция международная и ВКС России. 68 государств вынуждены были вмешаться, чтобы разгромить вот этого монстра террористического. А курды смогли остановить. Остановили. Но, правда, вот потеряли Шангал, но Шангал, он формально считался прерогативой или как зоной ответственности Багдада. Вот. А все остальные города удалось защитить, отстоять Киркук, полностью все три провинции, Дахук, Эрбиль, Сулеймания. Вот. Дали достойный отпор, а потом еще и вместе с иракскими там войсками освободили Мосул. Вот. Поэтому иракские курды вот в этот период смогли, вот, во-первых, достигнуть консенсуса и сплотиться ДПК, ПСК и дать достойный отпор вот этому террористическому монстру. Показали миру, что они способны защитить нашу цивилизацию от террористической угрозы. И поэтому сейчас вот я вижу то, что происходит в иракском Курдистане. Это высокий статус
статус субъекта федерации, где в столице Эрбиля аккредитовано около 40 иностранных дипломатических представительств в статусе генеральных консульств, включая Генеральное консульство Российской Федерации. Там работают множество иностранных серьезных крупных компаний, корпораций, включая «Газпромнефть», «Роснефть», Липецкий металлургический комбинат. Курдские студенты учатся у нас в российских вузах, имеют стипендии. Я считаю, что сейчас открылись хорошие возможности. Вот наш представитель иракского Курдистана в Москве, уважаемый Данар Мустафа, он молодой, энергичный, кандидат наук. Я думаю, скоро будет доктором. Хотя у вас нет кандидата. Доктор, молодой доктор наук. Вот. Делает все для того, чтобы укрепить российско-курдскую дружбу. И на базе, может быть, иракского Курдистана, который становится как бы культурным очагом, ну как бы политическим для всех курдов, примером и для турецких, и для сирийских, и для иранских. Вот, поэтому я хочу в этот вот памятный день, в эти памятные дни, когда мы отмечаем 30 лет со дня принятия этой исторической резолюции Совета Безопасности ООН, ее можно сравнить только, может быть, с Севским договором 21 года, но он не был реализован. А эта резолюция, слава богу, была реализована. Саддам Хусейн ушел в историю, созданы сейчас все условия для того, чтобы Эрбиль мог дальше налаживать свои взаимовыгодные отношения и с Багдадом, и с Тегераном, и с Анкарой, вот, и сплачивать вокруг себя всю курдскую мировую общественность, которая вот по неофициальным данным курдов в мире уже где-то около 42-45 миллионов. Дай бог удачи и иракским курдам, и всему великому курдскому народу. Спасибо за внимание. Станислав Михайлович, спасибо вам за такой обстоятельный рассказ. Вы почти на все вопросы, которые я хотел вам задать, ответили. Но, тем не менее, какие-то вопросы остались. Вы правильно отметили, что вот этот путь становления, да, от вот этой резолюции до сегодняшнего дня, он не был таким простым, не был таким легким. И внешние условия, внешнее давление и внутренние проблемы, они, конечно, играли роль. И, к сожалению, до сих пор вот эти многие проблемы, они не решены. И вот в этой связи я хотел бы вот к нашему представителю, да, господину Данару Мустафа, обратиться. Вот, а как сегодня обстоят дела вот, в отношении вот, Курдского автономного региона, его отношения с Багдадом, с окружающим миром, экономические отношения, вот, конституционные проблемы, которые существуют между Эрбилем и Багдадом. Вот, как сегодня обстоят дела? И внутренние, допустим, многие курды, конечно, очень недовольны тем, что до сих пор вот, пешмерга не объединены, да, до конца не объединены. И целый ряд других вопросов, которые сегодня существуют. Конечно, вот при таком анализе, да, вот ситуации от резолюции до сегодняшнего дня, мы не можем и о референдуме историческом не сказать. Да, вот его причины, его проведения, его итоги и перспективы, вот, что будет дальше. Вот. Знаете, Юрий Шамилевич, когда мне дали слов, коротко я рассказал, как всегда, когда со мной востоковеди, курдоведи, как Станислав Михайлович, я всегда сразу передаю им слово, потому что я знаю, вот подробности лучше нас знают про историю Курдистана, научно начинают нам рассказывать. Поэтому Станислав Михайлович очень справедливо отметил и рассказал нам историю резолюции, историю курдского народа в Ираке и до резолюции, после резолюции. Очень интересно было. Хочу вот в двух словах просто
отметить, что когда эта репрессия начала, мне было 6 лет. И помню, мы пешком с Эрбиля пошли в этот город Калази, это граница Ирана. Потом оттуда, конечно, это все женщины, мужчины остались. Мой отец своими братьями остались в городе, чтобы защищаться город сколько могут. К сожалению, потом попозже его 2 братья погибли из-за независимости Курдистана. Но мы ходили в Иран, 1 месяц где-то в Иране были. Очень тяжело было, по дороге голодные, без еды, без ничего. Я помню сейчас, эта тетя в Дании живет. Эта тетя настолько, она вот плакала, когда видела, я маленький человек, маленький мальчик, и 3 дня не кушал, и не могу просто говорить, не могу ходить, да, из-за голода. Мы просто чувствовали запах еды, запах хлеба готовили, лепешки в какой-то деревне, даже далеко от нас была. Я думаю, что было 300-400 метров далеко от нас, но мы почувствовали запах. По этому запаху мы пошли и нашли деревня. Эта деревня просто немножко как бы в эту сторону была, не было видно. И когда мы пошли, видели, они готовят, но бедные тоже не могли всем давать. Это тоже, да, вы знаете, жизнь в деревнях очень сложная, и очень много людей кому давать. И тетя попросила, они сказали, слушайте, мы только что передали, у нас остается вот столько, а тетя настолько, да, как бы, я просто помню, как это плохо. Видела меня в дороге, она украла это хлеб. Она украла и половину достала, и сразу у меня в рот, давай, кушай, чтобы не умирать. Вот это... Мы тащили, правда. Спустя 1,5 месяца потом вернулись в город. К сожалению, в городе тоже наш дом все уже разрушен, все украли, ничего не осталось. Через 1,5 месяца мы увидели отца, но, слава Богу, жизнь уже по-другому начала, благодаря резолюции Совета Безопасности. Конечно же, мы никогда не забудем помощь и усилия России при то время при Советском Союзе. Это очень было важно. Вы знаете, мы все знаем, Советский Союз в то время да, огромные экономические отношения было с Ираком, с Саддамом Хусейном. Но когда Советский Союз понял, уже речь идет о жизни людей, о правах человека, они сразу нет, голосовали и даже против своих национальных интересов. Нет, эта речь идет о жизни людей. Поэтому мы, как правительство Курдистана, очень благодарим Советскому Союзу, народу Советского Союза, России, как прием на сегодняшний день. В том числе я хочу отметить, что президент Курдистана несколько дней назад благодарность написал Владимиру Путину, как президент России. Вот из-за того, что в то время поддержали права курдов и жизни, да, курдов, то, что это было. Вот это то, что связано было с жизнью, да, моя жизнь до резолюции. А если ответить на ваш вопрос коротко, я думаю, что вы тоже в курсе, много зрителей читают новости, знают, что происходит сейчас в Курдистане почти. Ситуация такая, да, конечно, до сих пор напряженная ситуация, до сих пор эта ситуация напряженная, но, слава Богу, иракский Курдистан могли с центральным властью договориться о бюджете. Они голосовали, теперь бюджет направлен на президента Ирака, надеюсь, президент Ирака подпишет, и после этого мы посмотрим. В заявлениях правительства Курдистана сразу же написано, что правительство Курдистана полностью ответственность берет и готов выполнять договоренности. Также у нас надежда есть, чтобы центральная власть выполняли свои обязанности и договоренности, которые в контракте между правительством Курдистана и между центральным властью есть. Там, конечно, не все свои наши доли, как в Конституции есть 17% мы имеем права от всего бюджета Ирака. Там этого нету, там где-то 12 чем-то
да, это есть. Но, вы знаете, я думаю, да, сейчас для доверия, для того, чтобы решить дальнейшие проблемы, мы как бы согласились, хорошо, пожалуйста, еще раз мы показывали свои надежды в состав Ирака жить и процветать как бы как регион Курдистана, и также Ирак, но на основании, конечно, права, на основании закона, на основании Конституции. Поэтому, да, мы, как власть Иракского Курдистана, намерены полностью эти договоренности, которые в Конституции, в договоре, который только что в парламенте Ирака приняли, выполнять, готовы стороны Ирака, как они выполняют. Но несмотря на то, что сложности есть, и кризис есть, пандемия сейчас, и COVID-19 распространяется еще сильнее, правительство Курдистана намерен развивать экономические отношения с всем миром, в том числе с Россией. Тоже хочет и намерены налаживать отношения, развивать Курдистан дальнейшее, особенно в сфере сельского хозяйства. Это для нас очень-очень важно. Мы хотим теперь не только акцент сделать на нефти и газе, мы хотим в других сферах тоже работать, разнообразить свои доходы Иракского Курдистана. В последнее время очень много реформ сделано, особенно в 9-м кабинете. Я могу сказать, что 50% пунктов, которые в программах, планах в 9-м кабинете правительства Курдистана есть выполнены. Сейчас уже почти, даже 2 года нету. Но мы могли достигнуть. У нас есть надежда в будущее все эти пункты, которые в планах есть, выполнять. На сегодняшний день есть еще одна хорошая новость. Сегодня все партии Иракского Курдистана в президентском дворце Курдистана встретились, они обговорили о ситуации. Конечно, еще раз, как бы надежда есть, чтобы мы могли все вместе работать с центральным властям, а не отдельно. Мы видели в 2014 году, что случилось в целом в Ираке. Потом в 2017 году, 16 октября, отдельно мы работали, отдельно. У нас своя точка зрения была каждая партия. Да, это, конечно, мы никогда это не забудем в результате потеряли Киркук. Но надо же просить друг друга, надо же на них садить и говорить, что случилось, чтобы дальнейшее это не случилось. Да. Спасибо, Данар. Ну, что вот обоим нашим гостям вот такой вопрос. А как вы видите будущее вот Курдского автономного региона? Я знаю, что Данар очень мудро значит, поступает, когда у него сложились очень тесные дружеские отношения с послом Ирака здесь, в России. И я знаю, что намечено целый ряд там совместных, в том числе, мероприятий. Но то, что касается Ирака, да, там парламент принял бюджет, и это один из очень важных вопросов, но есть целый ряд других вопросов. И потом надо сказать, что в самом Ираке и экономический кризис, и пандемия, и не прекращаются выступления, да, там, демонстрации и так далее. Вот в этой связи повторяю свой вопрос, как вы видите будущее вот, Курдского автономного Ирака в составе Ирака, будет ли это вот, все пункты Конституции выполнены или что-то другое произойдет? Вот. Давай, Данар, мы начнем с Станислава Михайловича, а потом ты постарайся на это. Конечно, да. Ну, я реалист. Я думаю, что здравомыслящие курдские политики, ну, в частности, уважаемый Масуд Барзани, у которого мы встречались не так давно в Институте Востоковедения, и он довольно подробно рассказал о своем видении самоопределения иракского Курдистана, и даже вот расписался у меня на книге, которую написала моя научный руководитель, доктор Жигалина, Мустафа Барзани. Он оставил автограф.
Поэтому я доверяю этому человеку, я считаю, что он очень мудро прокомментировал и ответил на вопрос о судьбе иракского Курдистана в свете прошедшего референдума 2018 года о независимости. Он сказал, что это было волеизъявление курдского народа, но это не значит, что оно будет реализовано немедленно или в самые кратчайшие сроки. Может быть, оно будет реализовано в более благоприятных внешних, внутренних условиях нашими детьми или даже внуками. То есть вот он мудрый, осторожный политик. Он не провоцирует, не призывает к немедленному выходу из Ирака. Он не призывает к какой-то конфронтации с Багдадом. И я думаю, так большинство иракских курдов на этих позициях находятся. То есть население, в том числе и там и местные туркоманы, и армяне, там кто проживает, они высказались за независимость. Но это не значит, что сегодня нужно вот в этих тяжелых условиях кому-то отделяться. Поэтому сама жизнь подсказывает, что сейчас главным является, а тем более в условиях пандемии, это сохранить вот тот потенциал экономический, финансовый, культурный, залечить раны, нанесенные и еще Саддамом Хусейном, и ИГИЛ, и внутренними распрями. Попробовать консолидировать внутри иракский Курдистан, вот в частности, более тесный контакт между лидерами ПСК и ДПК, между туркоманской общиной и арабскими и курдскими общинами. То есть в самом иракском Курдистане еще много таких вопросов, которые, прежде чем объявлять независимость. Та же проблема спорных территорий. Вот если сегодня объявить об отделении иракского Курдистана, а как будут жить те курды, которые оказались в Киркуке, или в Шенгале, или в Мосуле, или где-то. Вот понимаете, им-то станет там гораздо хуже, поэтому я считаю, что да, а курды Фейли, около 2 миллионов. Когда я был в Багдаде, там были целые курдские кварталы. И на юге, да, и на границе с Ираном. Там есть курдские районы. Да. Поэтому, вы знаете, сама жизнь, вот и период правления диктаторских режимов. Ведь что Саддам Хусейн делал? Вот это насильственная ассимиляция, насильственное переселение, депортации. Ведь многие курдские семьи были выселены вдоль границы. Он делал так называемый зеленый пояс. Куда? На юг, на восток. А туда заселил арабов. Тоже насильно, правильно? Но они там уже прожили там, несколько десятков лет. Они там адаптировались. Поэтому вот так, чтобы чисто по национальному признаку разрезать Ирак, вот сегодня, это будет и ущербно для самих курдов. Мне кажется, лучше всего, вот как Донар, уважаемый, сказал, это вести диалог с Багдадом, отстаивать свои права и бюджетные, и в соответствии с статьей 140 Конституции все-таки не забывать о том, что рано или поздно надо решать вопрос о спорных территориях. Вот. И проблема снабжения Пешмерга как части вооруженных сил Ирака. И сейчас они снабжаются по-прежнему не совсем, так сказать, равномерно и планомерно. Да? Их надо обеспечить и новым оружием, и продовольствием, и денежным довольствием и так далее. Да? Вот. Пока еще Багдад этим, так сказать, занимается, если то время от времени. То есть вопросов много. Распределение тех же доходов от нефти и газа. Вот я считаю наиболее острое. Это спорные территории, закон об углеводородах, снабжение Пешмерга, распределение вот этих 17 или там 13% из госбюджета на содержание бюджетников, правильно? Вот.
Вот надо эти вопросы решать в таком доброжелательном диалоге, конструктивно, в интересах и Багдада, и Эрбиля. Вот это будет отвечать интересам большинства населения курдов, где бы они ни находились. В Багдаде, на юге, на востоке или у себя там в приграничных районах. Вот. Это вот ну, такой, что ли, реальный подход сегодня без волюнтаризма, без резких таких каких-то провокационных. И я думаю, что это будет способствовать и сохранению хороших отношений с Анкарой, и с Тегераном. Потому что, ну, куда денешься? Граница, приграничная торговля, приграничные отношения. Там они тысячами лет, как говорится, жили люди в этих районах. А когда была Османская империя, это была одна страна. Вот, тысячами нитей они связаны между собой. Поэтому не надо забывать еще о том, что объявление вот такое скоротечной, неподготовленной зависимости, оно приведет к блокаде. Испортятся отношения с Турцией, с Ираном. Вот. И, ну, кто может помочь реально? Разве что Израиль, но у него нет общей границы. Вот. Поэтому надо смотреть на ту реальную обстановку, ситуацию, которая сложилась и в самом иракском Курдистане, и вокруг него, и вот с Багдадом. И все это делать без резких таких шагов, без движений провокационных и конфронтационных. Ну и по возможности, вот как курды себя зарекомендовали, они, по сути дела, в Ираке являются таким цементирующим звеном, толерантным. У них нет такого национализма, которым вот обладали баасисты, допустим, это представители суннитского меньшинства. Ну, что такое баасизм? Это тот же фашизм. Да? У них нет вот этого шиитского, то же самое, нетерпимости. Раз мы пришли к власти, значит, мы этих суннитов сейчас к ногтю. Вон, помните, бывший вице-президент Тарик Хашеми, да? Он был дважды приговорен к смертной казни и изгнан из страны, где-то сейчас проживает в Саудовской Аравии, только потому, что он суннит. Вот. Я считаю, что надо налаживать. И многое будет зависеть от именно внутреннего единства. Отношений, да, талабанистов, барзанистов. Это, ну, определяющее в иракском Курдистане. Две основные партии. Если им удастся сплотиться и единым фронтом выступить, чтобы было единое крепкое правительство, единый парламент, единая пешмерга, то и уже ничего не страшно. Ну и еще я хотел сказать свое личное такое впечатление. Мне кажется, серьезную, что ли, угрозу независимости или там статусу иракского Курдистана, самоопределению представляет провокационная деятельность так называемой Рабочей партии Курдистана. Эта партия чуждый элемент в Ираке. Это все-таки создано турецкими такими экстремистами. В свое время она там сыграла определенную роль в национальном движении турецкого Курдистана. Но сейчас она, видите как, там Эрдоган ее как бы приручил, прижал к ногтю и использует в своих интересах. И теперь они уже начинают играть такую роль провокационную и в Сирии, и в Ираке, и даже в Иране. То есть они не способствуют сплочению рядов курдов и вот своими провокационными действиями вдоль границ, по сути дела, вызывает ответные ракетно-бомбовые удары со стороны Турции, со стороны Ирана. Вот. Ну и вообще дают повод какие-то круги обвинять курдов в терроризме. Хотя период борьбы вот 14 и 18 годы показали, что именно курды истинные борцы с силами международного терроризма. Вот мне кажется, если иракским курдам удалось бы как-то навести порядок вот вдоль своих границ с Турцией, и вот беженцев, я понимаю, есть беженцы, там бывшие боевики там, или семьи РПК. Ну, ради бога, пускай они там живут без оружия, занимаются там, как все крестьяне, вот, но не
занимается такой вот экстремистской террористической деятельностью, или вот, допустим, напали, осуществили теракт на территории Турции и укрываются на территории Ирака. Но опять же вызывает огонь на... Вынуждены многие курдские деревни, жители курдских деревень бросать свои насиженные места и становиться беженцами уже сейчас. Казалось бы, нет войны, нет Саддама Хусейна, нет гражданской... А вот деятельность этой партии, она, по сути дела, иногда, вот, ну не иногда, а по сути дела зачастую, становится таким угрозой курдскому национальному движению. То есть мне кажется, что настала пора и в политическом плане дать вот оценку деятельности этих малоуправляемых ребят, а то некоторые говорят, ну они же курды, да, но курды разные бывают. Уже сам Аджалан снял эти лозунги, да, экстремистские, которые находятся вот в тюрьме. А вот отдельные вот такие лидеры, причем, как оказалось, там среди функционеров партии РПК больше уже турок, чем курдов. И они действительно, там не поймешь, за что они воюют. Там смесь троцкизма, там анархизма, марксизма-ленинизма. Вроде лозунг создания независимого курдского государства они сняли вот много лет назад. Сейчас какой-то выступает за конфедерацию народов Ближнего Востока. То есть вот эта вот мешанина и идеологическая, и политическая, вот, она служит, может быть, только таким притягательным элементом для вербовки тех же иракских молодых ребят, девочек, мальчиков, которые еще не разобрались и не имеют устойчивых взглядов. Вот, они их чуть ли не силой увозят в горы, там быстренько обучают этим, бегают они с автоматами, вот, и потом используют как пушечное мясо. Поэтому я считаю, что все-таки иракскому Курдистану надо отмежеваться более решительно и от РПК, вот, и сплотиться внутри все силы, которые вот реально существуют политические. Тогда будет легче вести диалог и с Багдадом, и с Анкарой, и с Тегераном. Ну, а Москва всегда с вами, дорогие курды, вот, исторически правильно заметил Донар, в тот период, в 91 году, да я вам скажу так, вот мое личное мнение, если бы эти события произошли несколько лет раньше, ну, хотя бы до Горбачева там, то я не уверен, что тот Советский Союз проголосовал бы за эту резолюцию. Просто настало новое время, когда вот общечеловеческие ценности стали превалировать отношениям вот... Я, кстати, хотел вот на такой ноте еще и закончить. Когда я перевел это письмо со всеми зверствами и приехал посол, мы ему доложили. И он на базе вот этого такого трагического документального материала доложил в Москву. Что вы думаете? Примерно неделю была тишина, а потом пришел ответ, что типа, ну да, курдов мы там, коммунистов уважаем, но поскольку у власти находится партия Баас, все контакты с местными коммунистами, с курдскими политическими партиями прекратить, и посольству, всем официальным нашим представительствам развивать отношения только с правящей партией Баас. И после этого эти репрессии усилились, наш консульский отдел хлынули эти так называемые совгражданки, многие бывшие слушатели наших вузов, и арабы, и курды, создали семьи в Советском Союзе. И у них были жены и дети, ну, наши. Так когда вот начались эти репрессии, по 100, там, по 50 женщин ежедневно прибывало в консульский отдел с просьбой оформить вылет, чуть ли не МЧС, их пришлось вывозить. То есть в тот период Советский Союз выбрал, как говорится, ну, когда был общий подход. Ведь сотрудничаем не с отдельными партиями там, и движениями, а с государствами и правительствами. И в тот период Саддам Хусейн был официальный правитель. Поэтому вот, ну, я считаю, вот лично из гуманитарных там соображений, вот как сам человек, как личность,
что нельзя делать вот такой, ну что ли, реверанс в пользу диктатора и жертвовать там как пешками какими-то шахматными фигурами. Нет. Вот если бы ему тогда немножко пожестче Москва сказала, что да, мы с тобой, но, пожалуйста, умерь пыл, может быть, таких репрессий не было. Вот. А тут, понимаете, и большое количество военных специалистов, и были наши советники и по линии КГБ, начали учить его методом, как говорится, всем этим, готовить их, его спецслужбы. И было очень много гражданских объектов, тот же канал рыли, электростанцию на Сирии строили. Я скажу, было несколько тысяч советских специалистов, советников во всех сферах и областях. То есть Советский Союз тогда с Саддамом Хусейном, с партией Баас, но она еще прикрывалась своим названием – партия арабского социалистического возрождения. А дальше уже никто не читал. А ведь дальше были 3 основные лозунги. Арабская нация едина, миссия ее бессмертна, ей будет принадлежать весь мир. Вот 3 лозунга, на которых она строилась. И создавал-то ее кто? В 43-м, там, во время Великой Отечественной, во время Второй мировой войны, Абвер и Гестапо. Вот эти все арабские националистические партии в Ираке, в Сирии, в Египте создавали гитлеровские спецслужбы. И тот нацизм, или как национализм, национал-социализм, он послужил зародышем к будущим вот этим баасистским движениям. И у них только, ну, как бы прикрытие, название партия арабского социалистического возрождения. Да там ничего социалистического нет. Это партия диктатуры одного человека там или какой-то узкого круга лиц, семейного клана или этих суннитской верхушки. Ну вот примерно так же строили свои вот эти рабочая партия Курдистана. Там ничего рабочего, там же рабочего ни одного. Кто был рабочий? Ни сам Аджалан, никто, там рабочих не было. И какая она курдская, если среди правления там, функционеров 70% турок. Поэтому она не курдская и не рабочая. А вот именно такая непонятная ОПГ, я считаю, организованная преступная группировка, которая использует теоретические методы в провокационных целях. И действительно сейчас настало время, но, слава богу, баасизм ушел в историю. Я думаю, что в ближайший год-два и в Сирии он будет, займет свое место где-нибудь там на обочине. Пока еще он держится, но, кстати, опять же, к сирийским курдам баасисты отвратительно относятся до сих пор. Ведь вы помните, накануне арабской весны там около 300 тысяч сирийских курдов были лишены гражданства. Там тоже создавали зеленый пояс на границе. Их тоже депортировали, выселяли, лишали гражданства, бросали в тюрьмы, в лагеря. То есть Баас показала себя и в Ираке, и в Сирии вот своим отношением к курдскому народу. Я думаю, второй раз в одну реку, говорится, войти нельзя, поэтому курды знают объективно, что это такое, кто у них друзья, кто у них враги. А, кстати, после референдума вот показали свои звериные, так сказать, оскал и иранские аятоллы, и Эрдоган. Еще ничего не произошло. Масуд Барзани, наоборот, успокоил. Да, говорит, ничего, мы, говорит, вот просто выявили. Это было как говорится, определение волеизъявления там, или настроения курдского народа. Но никаких экстравагантных шагов не будет. Успокоило. Но, тем не менее, они там чуть ли не блокаду объявили. Они показали, что не дай бог, они готовы там чуть ли не вооруженным путем вмешаться, перейти границу и в лучшем случае блокаду объявить иракскому Курдистану, а в худшем вторгнуться. Также и Багдад. Чуть ли не шиитскую войну там задумал против иракского Курдистана. Поэтому вот нужно терпеливо сейчас набраться терпения, работать, развиваться, показать и иракским общинам, суннитам, шиитам, что курды – тот связующее звено, которое
из-за которого или благодаря которому существует Ирак. Не было бы курдов, да бы они себя уже перерезали давно, шииты и сунниты. А курды, они выступают и в парламенте. Вот. Мы все прекрасно помним, как формировались предыдущее правительство коалиционное иракского Курдистана, с каким трудом достигался, как избирали. По 10 месяцев не могли избрать премьер-министра и не могли начать 10 месяцев формирования кабинета министров. И только выступление Масуда Барзани и его представителя в парламенте приводило к тому, что находили консенсус, и кто-то уступал, сунниты, там, шииты, они формировали эти правительства. Поэтому вот надо, чтобы иракские курды оставались именно вот посредником между вот урегулированием внутриарабских этих распри, так, вот, и с единых позиций налаживали отношения с Багдадом. Тогда, я думаю, в ближайшие годы, учитывая, вот я несколько раз ездил и Киркук, там, и Масул, и Гадахук, и Эрбиль, это же по сравнению с тем пустынным районом, который идет вдоль рек Тигр и Ефрат, там же справа-слева, ну, буквально там 500 метров, километр, зеленые эти пальмочки жидкие, а дальше пустыня. И до Басры. И здесь переезжаешь буквально вот уже в район, попадаешь где-то Мосул, Киркук, оазис. Горы, покрытые травой. А я весной ехал, маки цветут, красивые такие туристические места, плодородные эти самые долины. И там и скотоводство, и животноводство, и растет практически все. И вся таблица Менделеева. То есть сам Бог дал курдам самый благоприятный такой оазис Ирака. Вот. И нефть плюс, и газ. Поэтому я желаю великому курдскому народу, иракские курды являются его передовым отрядом, счастья, процветания, успеха во всех делах и начинаниях. Я думаю, они достойно пройдут и пандемию коронавируса, и финансово-экономический кризис, и вот эти все мелкие распри, которые остались, и докажут всему миру, что курды – это та нация, которая вот представлял и Салах ад-Дин, и Мустафа Барзани, и другие. Вот сейчас есть масса спортсменов, художников, писателей. У нас вон Зелимхан Муцоев один чего стоит. Прекрасный человек, предприниматель, депутат многих созывов Государственной Думы. Вот. Ну и Юрий Шамилевич, я думаю, Набиев достойно представляет российских курдов, курдов постсоветского пространства, я бы так сказал. Я думаю, там еще и наши братья в Казахстане и в Киргизии тоже смотрят сегодня наш выпуск и разделяют наши, как говорится, мысли, наши взгляды, наши надежды и чаяния на будущее курдского народа. Спасибо. Спасибо. Вы, как всегда, все очень четко и ясно все, как говорится, по полочкам раскладываете. Я хочу вот о чем сказать. Может быть, это повторение, что резолюция 688 Совета Безопасности ООН, она стала тем фундаментом, на котором вот вырос сегодняшний иракский Курдистан. Это на сегодня уже международно признанный, конституционно признанный субъект, как внутри иракского пространства, так и на международной арене. И несмотря на все те проблемы, которые вы Станислав Михайлович, отметили внутри, да, вот проблемы, тем не менее, когда все в сравнении можно, да, показать, по сравнению с теми окружающими странами, по сравнению с тем же остальным Ираком, в иракском Курдистане, в Курдском автономном регионе Ирака, это как образец мирного сосуществования, образец вот, зарождающейся демократии и так далее. И вот на
напоследок я просто хочу предложить вам, нашим гостям, высказаться, что вы хотели бы сказать нашим зрителям, которые сегодня, вот, я думаю, внимательно слушают нас. И я не могу не поблагодарить Станислава Михайловича за такой объемный и подробный и, как говорится, прокурский взгляд на вот все те проблемы, которые мы сегодня затронули. У меня даже те вопросы, которые я готовил, да, вы уже опережая обо всем этом говорили. Я хочу предложить нашему дорогому гостю Данару Мустафе напоследок высказаться вот нашим зрителям, может быть, немножко о своей работе, о своих планах и, естественно, о своих пожеланиях для вот нашей диаспоры здешней, курдской. Пожалуйста. Знаете, Юрий Шамилевич, вы правильно сказали. После выступления нашего дорогого большого брата Станислава Михайловича, правда, даже боюсь ничего добавить. Вы знаете, вот он подробно все нам рассказал на самом деле, что происходило и что в настоящее время происходит. Даже, может быть, происходит в будущее. Но хотел бы добавить только одно, что власть иракского Курдистана, регион Курдистана, Ирак, как написано в Конституции Ирака, да, вот, то, что положено, в свое время сделала и сейчас тоже сделала, чтобы достигли цель и решили проблем современного Ирака на современном этапе, в данный момент, и в истории тоже. Давайте мы не вернемся к истории, на самом деле, когда при Османской империи курды жили, распал Османская империя, создали Ирак, да, что обещали курдам в состав королевства Ирака. Когда Мустафа Барзани вернулся в Ирак в 1958 году, вы же знаете, временная конституция была. Мы не будем говорить то, что в времени конституции написано было и прикреплена была права курдов, потом нарушали. Опять революция в 1961 году начался. Станислав Михайлович справедливо отметил, что первое курдское государственное образование сформировалось при Мартовском манифесте 4 года. Ну, а после 4 года что случилось опять? Мы видели, да, Анфаль, которые использовали сурата Корана, и курдов уничтожили. Потом Алабча, химические оружия использовали. Потом репрессия в 90-х годах, в 91 году. В результате чего резолюция 688 было принято Советом Безопасности. Мы все это понимаем. Но заявление президента Курдистана по случаю 30 годовщины принятием безопасности резолюции 688 четко там написано, чтобы диалоги и терпение заменили споры и военные действия, и что при поддержке международного сообщества, вот смотрите, при поддержке международного сообщества регион Курдистана и федеральное правительство достигли просроченных соглашений для более многообещающего будущего для всех сторон. Смотрите, значит здесь, Юрий Шамилевич, мы много раз с Ираком, с властью, которые в Ираке были, в истории и на сегодняшний день договоримся, все пишем, но в практике ничего не выполняют. Ничего не выполнили. В 2014 году ИГИЛ, исламское государство, которое запрещено в России и в многих странах мира, напали на Ирак, да, и на курдов. И в то время же, когда они напали, сокращали бюджет Курдистана, никаких пунктов не было, 2 миллиона беженцев сразу на Курдистан, цены на нефть упал, большой кризис в Курдистане начался. Ну, а что, как нам помогли? Ничего. Мы сами справились при помощи, конечно, нашим братьям, при помощи таких, как вы, Юрий Шамилевич, Станислав Михайлович. Мы могли справиться. Референдум почему мы решили проводить?
В результате то, что случилось в 2017 году, 2016, 2017, нет гарантии, что это опять не случается с курдским вопросом или с курдским народом в Ираке. Вообще нет гарантии на 100%, если Совет Безопасности не вмешивается. Поэтому у нас большая надежда, чтобы Совет Безопасности, члены безопасности, постоянной безопасности, Совет Безопасности этого, ООН, Организация Объединенных Наций, чаще достигли цели, чаще могли договориться о решении не только курдского вопроса, других международных вопросов, в том числе курдский вопрос. Когда Совет Безопасности чаще договорятся, я думаю, что это ближе к решению курдского вопроса. Без Совета Безопасности, без ООН курдский вопрос не решается, особенно в Ираке. Обязательно должна быть на стол переговорах Совет Безопасности. В конце хотел бы добавить в честь этого дня, 5 апреля 1991 года, это очень важный день в истории Иракского Курдистана, народа Иракского Курдистана. В этот день мы ценим и приветствуем международное сообщество, принимающее правильные решения и принимающее резолюция ООН 688. Трудно переоценить роль России и принятие этого знакомого для всего курдского народа решения. Конечно же, народ Курдистана и руководство Курдистана доказали, что они вынесут свой доклад в мир и процветание, если им будет предоставлена возможность. Мы призываем международное сообщество, это еще раз я хочу это подчеркнуть, поддержать нас и в дальнейших шагах к лучшему будущему, миру и стабильности для Ирака, всего региона и всего мира даже. Мы можем вместе сохранить и продвигать универсальные ценности и противостоять террору и экстремизму. Народ Курдистана – тех, кто поддержал его в трудные времена. Мы выражаем благодарность Ираку и Ирану, как Станислав Михайлович подчеркнул, конечно, это на первом месте. У нас никуда было, они соседние страны, они очень важные страны для Иракского Курдистана. Он посоветовал быть на связи, в хорошем отношении постоянно с Турцией и с Ираном, потому что Иракский Курдистан без Турции, без Ирана не может исправиться. Поэтому мы всегда благодарны то, что Турция и Иран в свое время открыли двери для нас. Мы благодарны все страны, которые приняли участие в принятии резолюции 688, которая привела к созданию убежища для народа Курдистана, в том числе Россию, как приемник Советского Союза в то время. И на сегодняшний день. Мы благодарны Организации Объединенных Наций и неправительственных организациям. Мы ценим общественные мнения и людей во всем мире, которые призывали свои правительства защищать народ Курдистана. Мы всегда будем помнить о вашей поддержке и будем просить вас о дальнейшей поддержке и сотрудничестве. Здесь ни в коем случае нельзя забывать о роли курдов и роли диаспоры. Мы понимаем, как вы переживали, мы понимаем, как вы сделали для того, чтобы посольстве, хотя посольстве постоянный член безопасности поддержали резолюцию 688, в том числе в странах, в республиках бывшего Советского Союза, в Европе, в Америке, где бы они были. И при вашем помощи можно было тоже, конечно, донести то, что случится в то время с курдом. Поэтому они пришли к выводу и приняли эту резолюцию. Хочу в конце еще раз благодарить и спасибо за внимание, и спасибо нашему большому другу Станиславу Михайловичу. Действительно, Станислав Михайлович наш большой брат. Мы всегда ценим его советы, всегда послушаем и будем очень рады, как бы от него это подарок получил, эту книгу, которую в конце они вот написали при институте. Это на самом деле очень достойная работа. Спасибо вам, Юрий Шабелевич, то, что вы сделаете для
всего курдского народа, в том числе для иракского Курдистана, и хотите, чтобы было очень хорошее отношение между Ираком и Курдистаном. И у нас большой план есть, при вашем помощи, конечно, развивать отношения с Россией. Я думаю, что Россия тоже намерена, как в истории, то, что сделала для курдов и помогала курдам в сфере литературы, культуры, образования, и дальнейшее тоже поддерживать и помогать курдам в сфере культуры, образования и развивать как бы исторические, также настоящее и будущее взаимопонимание между курдами и Россией. Спасибо за внимание еще раз. Ну что, спасибо. Мне остается только поблагодарить наших гостей, Станислава Михайловича и Данара Мустафы, за то, что они согласились принять участие вот в нашей этой передаче. Я хочу поблагодарить нашего редактора Маруфа Асланова. Да, и хочу предложить значит, нашим зрителям подписываться на наш канал на YouTube и в других социальных сетях. И до следующих встреч. У нас намечено много интересных тем для разговора, в том числе и с нынешними нашими гостями. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо.